Успешный для спортсменов, незабываемый для болельщиков. Таким, по мнению участников коллегии, был 2019 год. Профильным ведомством успешно реализуется национальный проект «Спорт. Норма жизни», который включает в себя несколько направлений. Главная задача – привлечь к занятиям как можно больше людей. На сегодняшний день в республике спортом занимается порядка 250 тысяч человек. Доля населения, систематически занимающейся физической культурой и спортом, составила 36,6%, что на 1,5% больше, чем в 2018 году. Уровень обеспеченности населения объектами спорта составила 42,2%, что на 3,2% выше, чем в 2018 году. В минувшем году в регионе проходили спортивные события различного уровня. Первенство Европы по боксу, третий международный турнир по вольной борьбе «Аланы». Открылся Центр спортивной борьбы братьев Таймазовых. Говоря о спортивных мероприятиях, необходимо подчеркнуть, что в 2019 году министерством организовано и проведено более 260 спортивных мероприятий различного уровня. В 2019 году астинские спортсмены завоевали порядка 400 золотых медалей на российских и международных турнирах. И это только в олимпийских видах спорта. Успешное выступление наших ребят на соревнованиях различного уровня пополнило общую копилку на 600 наград высшей пробы. Чтобы спорт действительно стал нормой жизни, в республике активными темпами возводятся новые спортивные объекты. Развитие спорта высших достижений для увеличения количества завоеванных медалей, увеличения доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся всеми спортивных школ Олимпийского резерва, с 47% в 2017 году до 48,5% в 2020 году. В этом году построить тренировочный центр для борцов, где смогут заниматься до 400 спортсменов. До конца года планируется завершить строительство детской академии футбола. В современном спортивно-тренировочном комплексе будут готовить новое поколение профессионалов. В академию будут приглашаться талантливые дети из всех районов Северной Осетии. Хетак Плиев, Алан Суанов, Новости Осетии.